Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 65 рублей 43 копейки, евро 71 рубль 46 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 65 рублей 25 копеек, продает также Восточный банк за 65 рублей 50 копеек. По евро в покупке лидирует также Восточный банк, это 71,23. Продает выгоднее всего все тот же Восточный банк за 71 рубль 80 копеек. Персональные данные 60 миллионов клиентов Сбербанка оказались в открытом доступе. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». По данным издания, информация оказалась выгружена в сеть в августе на специализированном интернет-форуме. Источник «Коммерсанта», близкий к Центробанку, предположил, что пакет файлов с данными клиентов является выгрузкой базы Сбербанка. По словам основателя компании DeviceLook, которая специализируется на защите от утечки персональных данных Ашота Оганесяна, он проверил 240 записей из базы и может подтвердить, что в них содержатся данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке. Задолженность якутских предприятий по заработной плате на 1 сентября составляет почти 100 миллионов рублей. Самыми большими должниками оказались организации в отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Данные озвучили во время трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Якутии насчитывается 39 предприятий должников, которые не доплатили своим сотрудникам около 95 миллионов рублей. Часть этих организаций находится на стадии банкротства. При этом она отметила, что по сравнению с началом текущего года в республике задолженность по выплатам значительно уменьшилась. В январе эта цифра составляла почти 165 миллионов рублей. Есть заметное снижение и в многолетней перспективе. В сентябре 2017 года задолженность достигала 254 миллионов, а в прошлом году 185 миллионов рублей. В России в скором времени может появиться институт частных приставов, которые смогут взыскивать долги по корпоративным спорам. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а с чем связана такая инициатива, появление новой структуры? Кто будет контролировать ее деятельность? Кристина, здравствуй. Инициаторы этого новшества отмечают, во-первых, крайнюю неэффективность работы Федеральной службы судебных приставов. По итогам 2017 года собираемость долгов составила менее 15%. Ну а подчиняться и отчитываться частные приставы будут своим федеральным коллегам. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. В России в скором времени может появиться институт частных приставов, которые смогут взыскивать долги по корпоративным спорам. Инициатором реформы стала Торгово-промышленная палата России, разработавшая законопроект о частных судебных исполнителях. Авторы документа указывают, что нынешний порядок взыскания задолженностей неэффективен. По итогам 2017 года взыскать удалось всего 13% от общей суммы претензий. К тому же сотрудники Федеральной службы судебных приставов ориентированы на работу с мелкими задолженностями. Предполагается, что частные приставы получат возможность взыскивать долги в рамках корпоративных споров. В этом случае компании, выигравшие судебные процессы, смогут выплачивать им вознаграждение. При этом частные судебные приставы будут подконтрольны и подотчетны Федеральной службе судебных приставов и должны будут действовать теми же методами, что и их государственные коллеги. Работать в таких компаниях смогут граждане не моложе 25 лет с высшим юридическим образованием и 2-летним опытом работы по специальности. Усредненный показатель стоимости продуктов питания в России возрастет на 3,5% до конца этого года. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. Ожидается, что больше всего вырастут цены на яйца и мясо птицы, что связано с сезонным фактором, и на сахар в связи с увеличением стоимости сырья, расходов на топливо и производственных издержек. Эксперты ассоциации отмечают, что повышение продуктовых цен не окажет значительного влияния на общий уровень инфляции и не повлияет на качество жизни населения страны.
В России может появиться государственный информационный ресурс «Кадровые потребности работодателей». Законопроект о его создании подготовила Минэкономразвития. Новая система нужна для оценки дефицита или переизбытка рабочей силы, для оценки ограничений роста ВВП и развития отдельных секторов экономики, для выстраивания взвешенной политики на рынке труда и подготовки нужных экономике кадров. Чтобы система заработала, Минэкономразвития предлагает закрепить за федеральными органами власти полномочия по определению потребностей работодателей в кадрах, а за региональными – по проведению анализа кадровых потребностей и востребованности профессий. Предполагается, что формироваться система будет через обобщение данных, предоставленных федеральными и региональными властями. А те, в свою очередь, будут получать их от работодателей, их ассоциаций и профсоюзов, научных и образовательных учреждений. Также законопроект предполагает создание методики определения потребностей работодателей в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда. Такая поправка в Трудовой кодекс нужна для издания акта правительства, гарантирующего долю оклада в зарплатах медиков. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в рамках совершенствования оплаты труда медработников необходимо закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента страны. По словам Скворцовой, Минздрав, Минтруд и другие ведомства изучили вопросы совершенствования зарплат медиков первичного звена. Параллельно также предлагается определить перечень выплат стимулирующего характера в структуре зарплат медиков, а также перечень компенсационных выплат и условий их предоставления. Эту работу нужно закончить не позднее апреля следующего года. Тогда все регионы успеют разработать дорожные карты достижения этих целевых показателей, добавила министр. Российские города решили избавить от устаревшего общественного транспорта. На смену рассыпающимся автобусам, троллейбусам и трамваям придет новая техника, в том числе ультрасовременные электробусы. Для этого предлагается осуществить масштабный проект на 2 триллиона рублей, а деньги в том числе взять из Фонда национального благосостояния. Согласно предложению авторов идеи госкорпорации Web.рф, программу обновления городского транспорта предлагается реализовать в несколько этапов. Сначала хотят запустить пробный пилотный проект в 10 городах России с общим населением свыше 11 миллионов человек. В случае успеха пилотного проекта в ВЭБ предлагают в 2020-2024 годах провести второй этап программы и распространить ее еще на 40 городов. В общей сложности проект до 2024 года затронет агломерации населением 27,5 миллионов человек. Если второй этап программы покажет хороший результат, программу распространят на все 1100 городов России. Тогда до 2035 года планируется приобрести 95 тысяч автобусов, 6,5 тысяч троллейбусов и столько же трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов. А итоговая стоимость проекта вырастет до 2,1 триллиона рублей. Проект планируется выполнять по концессионному соглашению, в рамках которого 15% средств будет получено из частного финансирования, 60% заемные средства и 25% планируется привлечь со стороны государства из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а следующая информация актуальная и свежая в следующих выпусках. Спасибо. Иван, спасибо. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. 9 нерегулируемых пешеходных переходов возле школ модернизировали в Якутске. Рядом с образовательным учреждением установили ограждение перильного типа. Протяженность 200 метров с каждой стороны. Весь материал оцинкован и не требует ежегодной покраски. Появились и дополнительные светофоры, искусственные дорожные неровности. Программа повышения безопасности дорожного движения работает по всей стране. Ее главная цель – снизить детский травматизм на дорогах. Все работы в столице региона провела Оренбургская компания. Ну а сегодня эксперт федеральной программы проверил качество выполненных работ. Все объекты просмотрены, они соответствуют требованиям ГОСТ, соответствуют проектной документации, которую мы составляли при заключении контракта. Замечаний нет. В российских школах начинают внедрять рекомендации Роспотреб и Рособорнадзоров по ограничению доступа к гаджетам во время учебного процесса. Запрещать документ не обязывает, а оставляет это на усмотрение самих школ и руководств регионов. Как отнеслись к нововведению в якутских школах, узнавала Саргылана Захарова.
Запретить нельзя пользоваться, где поставить запятую. Сегодня над этим вопросом ломают головы директора тысяч российских школ. Документ принят на федеральном уровне, но пока регионы не спешат внедрять новые правила. Однако есть и исключения. В одной из школ Якутска ограничения ввели еще в 2017 году. Есть даже регламент. Сдавать не обязательно, но стоит выключить или поставить телефон во время уроков на беззвучный режим. Если учитель требует, естественно, ребенок привыкает к этому и не вытаскивает. А в старших классах или в среднем звене иногда бывают случаи, вытаскивают и сидят под партой, допустим, что-то смотрят. Во время контрольных работ мы собираем эти сотовые телефоны, и чтобы не было списывания, и ребенок именно показал свои знания. Мы решили спросить самих учеников, как они относятся к этому правилу, справедлив ли запрет на использование гаджетов. Да, справедливо, потому что нельзя отвлекаться во время урока. Ученики бы не отвлекались, но бывают случаи, когда телефон необходим. Допустим, не дай бог, что-то случится. Или же надо найти какой-нибудь материал, которого в учебнике нету. Кажется, справедливо, потому что многие ученики просто пользуются телефонами на уроке, как списывают с ГДЗ. Когда ты сидишь в телефоне, ты отвлекаешься и ничего потом, тему не понимаешь, что это такое. Это отвлекает от учебы, потому что надо учиться, не использовать телефон. Телефоном не запрещают пользоваться во время перемены, ведь это свободное время, которое дети могут использовать по своему усмотрению. Но вот некоторые эксперты все-таки придерживаются более строгих взглядов и считают, что использование телефона во время перемены также пагубно может влиять на здоровье и сосредоточенность учащихся. Став учителем года России, побывав в десятках школ по всей стране, я стал менять свою позицию. Что я видел, например, в московских школах. Дети на переменах не играют, не бегают, мало говорят друг с другом. Они стоят или ходят, уставившись в телефон. У большого числа учеников при этом еще и наушники. В результате перерыв, который должен дать детям время отдохнуть, прийти в себя, просто поболтать поближе, познакомиться друг с другом, превращается в минуты, когда ученики сидят в телефонах, нанося очередные удары по своему здоровью. Эти слова общественного советника министра просвещения Алихана Динаева приводит «Российская газета». С одной стороны, это реалии современного общества. С другой, реакция детей даже на краткосрочное ограничение от гаджетов порой может выглядеть пугающе. Вполне объяснимы результаты опросов, которые провели Роспотребнадзор, Минпросвещение и Рособорнадзор. Ограничения поддержали 90% учителей. Почти то же количество родителей и 61% самих учеников. Другой опрос провел ВЦИОМ. На вопрос, что будет, если школьникам запретить в классе пользоваться смартфонами, 35% опрошенных ответили, что дети начнут значительно лучше учиться. 27% считают, что подтянутся школьники ненамного, чуть меньше респондентов решили, что это никак не повлияет на успеваемость. И по 64% приходится на людей скептических взглядов на этот вопрос. Тем временем в федеральных органах власти хотят пойти дальше и ввести полный запрет на смартфоны в школах. Возникает ряд закономерных вопросов. Как родителям связываться с детьми? Не нарушаются ли права ребенка на свободный доступ к информации? И, наконец, не противоречит ли это требованиям о повышении цифровой грамотности подрастающего поколения? Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Полицейские Якутска раскрыли кражу из кафе. Сотрудники заведения сообщили, что в помещение проник неизвестный и украл деньги и товар на общую сумму 16 тысяч рублей. Им оказался безработный 20-летний мужчина. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, расскажи, что там случилось? Да, Кристина, подозреваемый проник в кафе рано утром через окно. Он украл из кассы 500 рублей и, посчитав, что этого недостаточно, добрал оставшиеся 15,5 тысяч сигаретами и алкоголем. Полицейским он объяснил свой поступок тем, что не имеет постоянного источника дохода. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Житель Мирного напился в кафе и так крепко уснул, что не заметил, как с него сняли рюкзак. Мужчина рассказал, что не знает, кто его обокрал и что в рюкзаке находился кошелек с деньгами. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался 32-летний мужчина. Инцидент произошел в одном из кафе города. Потерпевший, не рассчитав количество выпитого алкоголя, уснул прямо за барной стойкой ночного заведения. Этим воспользовался подозреваемый. Он подошел к спящему молодому человеку и снял с него рюкзак, после чего покинул место преступления. Похищенные деньги он потратил на спиртное, а рюкзак и кошелек выбросил за ненадобностью. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Пенсионерку в Якутске ограбила пьяная женщина. 63-летняя местная жительница
Рассказала, что на одной из улиц города неизвестная женщина отобрала у нее сумку и сбежала. В сумке находился телефон жертвы и документы. Подозреваемая оказалась безработная 39-летняя женщина. Похищенная не изъята. После задержания злоумышленница рассказала, что после хищения и без того пьяная направилась распивать алкоголь в компании знакомых и оставила сумку в чужой квартире. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», по которой ей грозит до 4 лет лишения свободы. Педофила из Мирного приговорили к 15 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Республики. В период с сентября 2018 года по февраль 2019, когда после развода с женой его 6-летняя дочь находилась у него в гостях, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что ребенок позже сообщил об этом матери, и женщина обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал, но в ходе предварительного расследования проведен большой объем необходимых следственных действий, которые подтвердили виновность обвиняемого. В Якутске осудили 2 местных жителей за убийство и кражу. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Первого признали виновным в совершении умышленного убийства 2 человек. Второй осужден за укрывательство особо тяжкого преступления, мошенничество и кражу. В феврале этого года в Якутске во время совместной пьянки один из осужденных не меньше 20 раз ударил обухом топора одного пострадавшего и не менее 13 раз другого. В результате жертвы получили открытые черепно-мозговые травмы, от которых скончались на месте. После убийства он предложил хозяину дома скрыть следы преступления, на что последний согласился. Совместно они вынесли тела из дома и спрятали их в кладовке. При переносе трупов из кармана одного из них выпала банковская карта, пин-код от которой был известен соучастнику преступления, и он забрал ее себе. Впоследствии мужчина снял с нее более 50 тысяч рублей. Спустя несколько дней ночью они перенесли трупы в находящийся недалеко заброшенный дом и скрылись с места происшествия. Суд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его соучастника за укрывательство особо тяжкого преступления и за хищение денег к 4,5 годам в исправительной колонии общего режима. Массовые антиправительственные акции проходят второй день в Багдаде. В среду полиция применила для разгона протестующих боевые патроны. Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно, рассказывает Артем Сторонов. Полиция Ирака в среду применила боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Багдаде. Представители правоохранительных органов заявили, что стражи правопорядка стреляли в воздух. Однако корреспондент Рейтер сообщил, что видел несколько человек с окровавленными лицами. Люди выходят на антиправительственные акции уже второй день. Их недовольство вызвано высоким уровнем безработицы, коррупцией и ужасным качеством госуслуг. Самые массовые протесты прошли в Багдаде, но небольшие демонстрации состоялись и в других городах. Около 3000 человек попытались прорваться в охраняемую зеленую зону в центре иракской столицы, где находится большинство правительственных зданий. Чтобы оттеснить их, полиция применила водометы. Когда это не сработало, в ход пошли автоматы и слезоточивый газ. Во вторник в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 2 человека и более 200 получили ранения. В полиции утверждают, что 40 пострадавших – это их сотрудники и обвиняют группу провокаторов в разжигании столкновений. О количестве убитых и травмированных в среду пока ничего не сообщается. В попытке успокоить протестующих премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди во вторник выпустил заявление, в котором пообещал обеспечить выпускников вузов рабочими местами. Он проинструктировал Министерство нефти и другие ведомства, чтобы в будущие контракты с иностранными компаниями был включен пункт о 50% квоте на местных рабочих. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Кристина, на этом у меня вся информация. Благодарю тебя и наших телезрителей за внимание. Юрий, спасибо. В Токио и Сеуле обвинили Северную Корею в новом пуске ракеты, рассказывает Никита Конев. Пхеньян вновь запустил ракету. Об этом в среду сообщили в Японии и Южной Корее. По данным Сеула, запуск был проведен из моря. Ракета поднялась на высоту 910 километров и пролетела 450 километров. Место запуска находилось в 17 километрах от Вонсана. Мы изучаем детали, так как считаем, что эту ракету запустили с подводной лодки.
Японские власти предупредили рыбаков, чтобы те остерегались обломков снаряда, упавших в воду. Этот запуск зафиксировали на следующий день после того, как в Пхеньяне заявили о готовности продолжить переговоры с США, замороженные в последние месяцы. В Госдепе уже прокомментировали утренние новости. Дипломаты призвали Северную Корею воздержаться от провокаций и придерживаться курса на сохранение диалога. Командирование на Международной космической станции перешло к космонавту Европейского космического агентства итальянцу Лука Пармитано. В среду россиянин Алексей Овечкин торжественно передал ему символ 61-й экспедиции. Пармитано будет командовать станцией до 6 февраля. Вместе с ним полет продолжат прибывшие в сентябре Олег Скрипочка и Джессика Майер, а также Эндрю Морган, Кристина Кук и Александр Скворцов. Я весьма польщен не только задачей, которая передо мной стоит, но также и тем, с какой командой мне предстоит работать. Я еще не видел, чтобы вместе собрались настолько одаренные люди. Мне многому нужно научиться у них, и я жду этого с нетерпением. Вьетнамскую столицу окутал смог. Власти предупредили жителей Ханоя, что им желательно не выходить из дома, поскольку качество воздуха резко упало. Правительство считает, что в этом виноваты погода и фермеры. Татьяна Гамозова с подробностями. Власти Ханоя рекомендовали жителям по возможности не покидать дома из-за смога, предупреждение которому вняли далеко не все. Между тем, уровень загрязнения воздуха в городе рос весь сентябрь и превысил так называемый вьетнамский стандарт. Несколько месяцев назад с этого места мы могли видеть очертания небоскребов. Сейчас это сложно, поскольку все затянуто густым смогом. По данным независимой мониторинговой группы Air Visual, содержание взвешенных частиц PM2,5 во вторник превысило здесь 230 микрограммов на кубический метр воздуха. Всемирная организация здравоохранения считает приемлемым уровень 10 микрограммов на кубометр. Взвешенные частицы – это смесь пыли, золы, сажи и вредных веществ в атмосфере. Я все еще выхожу на улицу, но чувствую, как трудно дышать. Ухудшение начинается около 7-8 утра. Все, что я вижу – пыль. В наши дни нет и речи о чистой окружающей среде. Пыль висит в воздухе круглые сутки. Правительство видит две причины возникновения смога – недостаток дождей и то, что фермеры после сбора урожая выжигают поля под новые посевы. Кроме того, в стране широко используется уголь в качестве источника энергии. Анонимный андеграундный художник Бэнкси открывает собственный магазин. На окраине Лондона появился шоурум, где можно увидеть предполагаемые к продаже работы, а приобретать их придется через интернет. Бэнкси открывает магазин. Об этом британский уличный художник объявил в Инстаграме. Продажа будет происходить через веб-сайт, он пока не работает. Посмотреть же на товар можно в своего рода шоуруме в лондонском пригороде Кройдон. Работы Бэнкси появились там во вторник в стеклянной витрине бывшей лавки ковров. В их числе бронежилет с британским флагом, созданный для рэпера Стормзи, дверной коврик, изготовленный из спасательных жилетов с берегов Средиземного моря. Есть тут и Мэдбол – зеркальный шар для дискотек из шлема лондонского спецназовца, а также Baby Mobile – люлька, которая, как гласит подпись, должна подготовить вашего малыша к жизни под пристальным наблюдением как со стороны государства, так и собственным. Цены в магазине будут начинаться с 10 фунтов стерлингов. Это около 800 рублей. Витрина уже привлекла большое внимание. Я давно слежу за его работой. У меня дома есть пара принтов. Я его фанат. И мне кажется, отличная идея устроить шоурум здесь, где меньше всего его ожидаешь. Его место по-прежнему на улицах, на стенах домов. Но все равно здорово это видеть. Это здорово, потому что загадочно. Неизвестно, что за этим стоит, как долго эта выставка тут будет, появится ли что-то новое. Придется подождать, чтобы увидеть. Сам Бэнкси, личность которого по-прежнему не раскрыта, объяснил, что вынужден открыть магазин для защиты своего имени. По британским законам, если владелец торговой марки не использует ее, право на это могут передать другому. На имя Бэнкси уже претендует по меньшей мере одна компания, продающая поздравительные открытки. Это были мировые новости на Якутии 24.
Сегодня в рамках декады пожилых людей в Якутске на базе Республиканского комплексного центра социального обслуживания проходит ярмарка здоровья. Специалисты Республиканской клинической больницы проводят комплексные осмотры пожилых людей. А чтобы придать мероприятию атмосферу праздника, во дворе центра организована ярмарка «Дары осени». На месте находится наш корреспондент Александр Хавренко. Александр, здравствуй, тебе слово. Да, здравствуй, Кристина. Сегодня в Центре комплексного социального обслуживания проходит ярмарка здоровья в рамках декады пожилых людей. А непосредственно во дворе комплекса проходит ярмарка «Дары осени», где каждый желающий может приобрести продукцию местных садоводов и огородников. Давайте с ними поговорим. Как идет торговля? Очень хорошо проходит. Ну, уже мы почти все распродали. Вот остались только овощи, которые мы вырастили на своих огородах. Вот всю ночь, можно сказать, не спали, вырезали всякие фигурки. Сделали из овощей такие композиции. Так что все хорошо, мы старались. Спасибо большое. Очень красивая ярмарка получилась, очень веселая, очень яркая. Но вы не смотрите, что не так много людей, потому что ярмарка идет уже 1,5 часа, и, соответственно, все, что было, большинство уже было продано. Ну, а непосредственно о ярмарке здоровья, о декаде пожилых людей мы сейчас поговорим с директором Центра комплексного социального обслуживания Натальей Пахомовой. Наталья Николаевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о декаде пожилых людей, какие мероприятия проходят, какие проходили, что еще будет проходить. Декада пожилых людей – это 1 октября 1991 года отмечается. Это прекрасный день, когда есть повод поздравить наших пожилых граждан, дедушек, бабушек, своих родственников, дальних и близких. И, конечно же, им пожелать только крепкого здоровья и долгих лет жизни. А декада пожилых в городе Якутске и по всей республике проходит очень масштабно. Наше учреждение – это единственное учреждение структурного подразделения Минтруда Республики Саха-Якутия, которое на сегодня в течение декады проводит более 20 социально значимых мероприятий. Это начиная с акции «Чистый дом». Мы помыли у своих подопечных, которые получают социальные услуги, окна, двери, утеплили, помогли в сборе урожая, помогли закрыть дачные участки, дачные дома, помогли с переездом. И, конечно же, наш дневной стационар, который более 25 лет занимается именно социальной реабилитацией пожилых граждан, на сегодня тоже открывает свои двери, и уже приходят новые люди, которые будут получать наши услуги. А сегодняшний день – это традиционный наш день, когда именно на базе специализированного дома по Пушкина 31 совместно и по идее нашего друга Николая Николаевича Васильева, депутата городской думы и главного врача Якутской клинической больницы, мы проводим ярмарку здоровья. Это приглашаются самые узкие специалисты, это 9 специалистов, которые прямо не отходя от наших квартир, от нашего дома, помогают, анализы сдают, эндокринологи, невропатологи и так далее. То есть не отходя и не выходя из дома, получают все медицинские указания. И сегодня, конечно, наши работники, хотя и они на профессиональной основе помогают, поддерживают, предоставляют социальные услуги всем получателям, они и сами активно участвуют на таких мероприятиях. Ну, например, сегодня ярмарка, да, осенняя ярмарка. Поэтому я, пользуясь случаем, благодарю всех наших работников, всех наших получателей социальных услуг, с которыми мы уже более 25 лет рука в руку стараемся, дружим и работаем, и чтобы как-то улучшить качество нашей жизни. Конечно, мы благодарим наших спонсоров. На сегодня в этой декаде, конечно, у нас традиционно каждый год участвуют спонсоры. Это частные учреждения, частные предприниматели, некоммерческие организации, которые любезно каждый год предоставляют социальную спонсорскую помощь. Это в виде продуктов питания, в виде каких-то технических, физических услуг. Поэтому всем миром мы должны сделать жизнь лучше и краше. И тем более я хочу пожелать, чтобы никто в этот день не был забыт. Все наши пожилые граждане, все наши дедушки и бабушки должны получить не только в этот день массу внимания и подарков, да, а каждый день надо заботиться о нашем старшем поколении.
Спасибо большое, Наталья Николаевна. Сейчас в самом центре проходит комплексное медицинское обследование. Пожилые люди получают консультации врачей, узких специалистов. Кроме того, мы общались с некоторыми из них. Этот день, эту декаду они ждут каждый год, потому что, как сказала Наталья Николаевна, внимание необходимо. Внимание нашим дедушкам и бабушкам очень необходимо. И не только в декаду, не только в этот день, но и круглогодично. Кристина. Александр, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко. Перейдем к новостям спорта. Международная федерация футбола ФИФА пожизненно отстранила бывшего вице-президента организации уругвайца Эхенио Фигередо от футбольной деятельности за коррупционную деятельность. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, помимо отстранения, что еще грозит уругвайцу? Кристина, приветствую. На 87-летнего Фигередо наложен штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков. В период с 2004 по 2015 год он был связан с коррупционными схемами по продаже телевизионных и маркетинговых прав. Но об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Международная федерация футбола ФИФА пожизненно отстранила бывшего вице-президента организации уругвайца Эухенио Фигередо от футбольной деятельности за коррупционную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба организации. Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала 87-летнего Фигередо виновным в нарушении кодекса этики организации. В период с 2004 по 2015 год функционер был связан с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав компаниям на турниры под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола. Кроме того, на бывшего вице-президента наложен штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков. Решение об отстранении Фигередо вступило в силу в среду. Испанский футбольный клуб «Барселона» одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 2-1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет на 3-й минуте открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Во втором тайме дубль оформил форвард «Барселоны» Луис Суарес. В турнирной таблице первое место занимает «Боруссия», второе – «Барселона». В активе обеих команд по 4 очка. «Интер» и «Славия» набрали по 1 очку. Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 22 и 23 октября. Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда на выезде одержал победу над чешской «Славией» из Праги со счетом 2-0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Дублем отметился защитник гостей Ашраф Хакими. «Боруссия» набрала 4 очка в 2 матчах в группе F. «Славия» после 2 туров имеет в активе 1 балл. В третьем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Интером», «Славия» примет «Барселону». Оба матча пройдут 23 октября. Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на дистанции 110 метров с барьерами. Соревнования проходят в Дохе. 28-летний россиянин показал результат 13,15 секунды. Первое место занял американец Грант Холлоуэй, выиграв у Сергея на 0,05 секунды. Для российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в нейтральном статусе, эта медаль стала 3-й на нынешнем турнире. В медальном зачете чемпионата мира в Дохе первое место занимает сборная США, в активе которых 18 медалей. Второй идет команда Китая, третий – сборная Ямайки. Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации Национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. Регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги стартует в четверг. Участие в турнире примут 3 российских клуба – московский ЦСКА, подмосковные Химки и петербургский Зенит. Регулярный чемпионат пройдет в 2 круга. По его итогам в плей-офф выйдут 8 лучших клубов. Евролига является главным еврокубковым турниром в мужском баскетболе на континенте. Несмотря на противодействие со стороны Международной федерации баскетбола, европейское подразделение, которое проводит Лигу чемпионов, лучшие команды остаются в Евролиге. На предварительном этапе, который завершится 10 апреля, клубы проведут по 34 матча. Первый матч проведет петербургский клуб, 4 октября сыграет на выезде в Берлине с местной Альбой. Первый домашний матч Евролиги «Зенит» проведет 11 октября против одного из фаворитов нынешнего сезона – испанской «Барселоны».
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал петербургский «Зенит» на 150 тысяч рублей за поведение болельщиков на гостевом матче 11-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом». Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой железнодорожников со счетом 1-0. За скандирование ненормативной лексики «Локомотив» также оштрафован на 40 тысяч рублей. «Зенит» на 60. За использование пиротехники «Зенит» оштрафован на 90 тысяч. Кроме того, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Кристина, у меня на этом все. Тебе слово. Андрей, спасибо. С нами был наш спортивный обозреватель. Сегодня в поселке Чульман Нерюнгринского района стартовала социальная акция «Хлеб Победы», в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны и тыла будут иметь возможность получить совершенно бесплатно хлеб. На прямой связи с нами наша коллега Тамара Игнатьева. Тамара, здравствуйте. Расскажите, кто организаторы данной акции и чему она посвящена? Кристина, добрый день. И сейчас я действительно нахожусь в эконом-маркете поселка Чульман, где стартовала акция «Хлеб Победы». Еще в 2 магазинах поселка будет реализована данная акция. Об идее и условиях акции я хочу спросить у Марины Кропышевой, у специалиста по молодежной социальной политике поселка Чульман. Марина, расскажите об идее данной акции. Инициатором этой социальной акции выступает Совет молодежи поселка в лице волонтера Макян Людмилы. Акция посвящена 75-летию Великой Победы, эту годовщину в 2020 году будет праздновать вся страна. И, соответственно, реализуется в рамках мероприятий, посвященных вот этой годовщине. Участники акции являются это ветераны войны, труженики тыла. Они могут каждый день получать булочку хлеба бесплатно по предоставлению удостоверения. Значит, сегодня акция стартовала и продлится до 10 мая 2020 года. И реализуется в 3 торговых точках на территории поселения. Это магазин «Сулус», Верхний Айгуль и хлебный киоск. Это на 9-ке «Украина». Марина, скажите, а кто поддержал вашу акцию? Ну, поставщиками хлеба являются 2 предприятия. Это ООО «Хлеб» города Нерюнгри и ООО «Чульманский хлеб». А сколько у вас в поселке ветеранов войны и тыла? На сегодняшний день на территории поселения проживает 1 ветеран Великой Отечественной войны. Это Спиридонов Валерий Михайлович и 44 труженика тыла. 44 человека. Спасибо, Марина. Я еще раз повторю, что данная акция проводится еще в 2 магазинах. Мы поговорили с хозяином одного из них, это магазин «Сулус», Алексей Фабрициус. Вот что он рассказал об участии в данной акции. Данную акцию воспринял положительно, с удовольствием согласился ее проводить, так как это очень хорошая идея. Мы помним о ветеранах не только в преддверии праздника, но и на протяжении всего года. Это очень хорошая акция. Думаю, что этому примеру последуют и другие предприниматели. Лично у меня, конечно, и оба деда воевали, принимали участие в Великой Отечественной. То есть, как бы это наша дань помогать. В данном магазине, в эконом-маркете, хлеб представлен от 3 поставщиков. Так, белый хлеб, стоимость белого хлеба тут разнится. Самая дешевая продукция производства компании «Айгуль» 29,90. Другой белый хлеб другого производителя здесь могут купить за 45,90. И хлеб пшеничный формовой также можно купить в этом магазине за 37 рублей 80 копеек. А прямо сейчас мы наблюдаем, как уже начали подходить в магазин те, кому была посвящена данная акция. Давайте подойдем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна Тихоновна Мальцева.
Анна Тихоновна, а сколько раз в неделю вы ходите за хлебом? За хлебом в неделю я хожу 3 раза. Как вам акция? Так, акция мне очень понравилась. Во-первых, это будет добавка к нашей пенсии. Во-вторых, хлеб всегда будет свежий. За свежим хлебом будем ходить. Ну и спасибо организаторам этой акции. Очень большое спасибо. А я хочу сказать спасибо вам, которые отдали свое здоровье, свою жизнь за победу. Итак, я напомню, что данная акция «Хлеб Победы» проводится в Нерюнгринском районе впервые, не считая «Полку добра». И хочется надеяться, что благое начинание в поселке Чульман подхватят другие, и данная акция будет проведена и в других местностях нашей республики. Кристина. Тамара, спасибо. Я напомню, на прямой связи из Нерюнгри была моя коллега Тамара Игнатьева. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане -1 градус, ветер дует со скоростью 5 метров в секунду. В Ленске столбик термометра остановился на отметке 2 градуса со знаком плюс. Ветер также 5 метров в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты 1 градус, ветер дует 4 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри также 1 градус, дует ветер со скоростью 4 метра в секунду. В Якутске прямо сейчас 1 градус тепла, ветер усилился до 5 метров в секунду. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.